Салам алейкум, хурматли милләттәштәр, хаумалы дуттар. Здравствуйте, уважаемые подписчики моего канала. Сегодня я хотел бы вам прочитать лекцию о башкирском национально-освободительном движении. О том, как наши башкиры, наш башкирский народ воевал с оружием в руках за свои права и свободы. За право быть независимыми, за право быть свободными. Это краткая лекция большой истории башкирского народа в своей борьбе. Прежде чем я начну, я попросил бы вас, конечно же, поставить лайки под этим видео, подписаться, кто еще не подписался, постараться максимально распространить среди своих башкир, отправить родственникам, друзьям, знакомым, чтобы каждый башкир знал историю борьбы башкирского народа за свои права и свободы. Ну и, конечно же, пишите в комментариях, будем обсуждать. Итак, башкирское национальное освободительное движение. Когда оно вообще началось? По моему мнению, на мой взгляд, зародилось оно много лет назад, а именно тогда, когда русские, нарушая все подписанные ранее договоры, начали захватывать территории башкирских родов, ущемлять местное население в правах, облагать его непомерными налогами и насильно обращать башкир и мусульман в христианскую веру. Именно тогда и начались первые попытки отделиться от русских и создать свое собственное государство. Официально считается, что первая большая война между башкортами и русскими состоялась в 1662-1664 годах под предводительством Сары Мыргена, Арсланбека Бакинина, Азнагулу Урускулова и других башкирских вождей. То есть практически через век с момента вхождения первых башкирских племен в состав московского государства. 100-110 лет, да, грубо говоря. Но было ли это вхождение башкир добровольным? Давайте разбираться. Русские историки и Шежире, Шежире по-другому это родословные, летописи. Так вот, русские историки Шежире башкирских родов говорят нам, что вхождение было добровольным. Но надо учитывать, что все известные сегодня Шежире таких башкирских родов, как Юрматы, Табын, Кыпсак, Мин, Тамьян, Бурьян и другие, были записаны в 19 веке со слов устных рассказчиков. Сколько там правды, а сколько выдумки, неизвестно. Настоящих оригиналов этих шежире, этих договоров с московским государством нету. Например, сохранилось два списка шежире рода Юрматы 19-го начала 20 века. Один из них был опубликован в журнале «Башкорт Аймагы» в 1927 году известным башкирским политическим деятелем Сагитом Рясовым. Второй был включен в сборник известного башкирского историка Раиля Кузеева в его книгу «Башкирский шежире». Надо также учитывать, что в 19 веке все документы, а шежире это безусловно документ, записывались муллами. Так кто же такие муллы 19 века? Это проводники царской политики, которые получали жалования и полностью зависели от царской власти. В 1788 году указом немки Софьи Августы Фридрики Ангальп-Цербской, известной также как императрица Екатерина II, которая захватила власть после убийства своего мужа, законного русского императора Петра III, было учреждено Оренбургское Магометанское духовное собрание, ОМДС. Оно было создано по просьбе уфимского наместника Осипа Игельстрома как государственное учреждение для испытания лиц духовного звания и отбора среди них благонадежных. То есть выбирали самых верных, которые поддерживали политику Москвы. Первый муфти ОМДС был татарин Мухамеджан Хусаинов. Некоторые по-другому называют его фамилию Гусейнов. Он был полностью верен государству и проводил политику приведения в послушание имперской власти мусульманских народов. В первую очередь татар и башкир. Именно он назначал в башкирских мечетях проверенных и благонадежных мул. Используя религию, они убеждали прихожан в том, что власть дана от Аллаха, что ей нельзя сопротивляться, нельзя роптать на свою участь, нельзя поднимать восстания. Можно сказать, что это было одной из причин, почему прекратились башкирские восстания. И сегодня многие российские муллы точно так же находятся под колпаком у чекистов, а также под подпиской, и продолжают продвигать политику Москвы в мусульманские массы. Мы знаем все фамилии вот этих мул, Бергалины там, и так далее. Да?
Однако раньше, когда не было никакого государственного духовного управления над мусульманами, у башкир были свои духовные лидеры, которые сами неоднократно начинали войны и поднимали восстания через свои проповеди и воззвания. К таким лидерам можно отнести известных наших башкирских таких крупных предводителей восстаний, как Саид Ягафаров, Батырша, Киндиар Сванов, Салават Юлаев, ну и многие другие. Так стоит ли тогда доверять записям верных мулл, которые переписывали башкирские шежире? И кто даст гарантию, что тот или иной мулла по указанию сверху не вписал туда нужные слова о том, что башкиры добровольно вошли в состав московского государства в 1554-1556 годах? Многие авторитетные историки считают, что это вхождение было недобровольным, не на правах вассалов, а союз равноправных народов на определенных условиях, что и было закреплено в договорах. Не думаю, что башкирские лидеры тех времен были глупыми людьми. Это были мудрые руководители и политики, и они прекрасно понимали, что русские, которые только что на их глазах уничтожили Казанское и Астраханское ханство, это не белые пушистые зайчики, а жестокие и коварные завоеватели, которым нет никакой веры. Но башкирам нужна была передышка, чтобы восстановить свои силы и пополнить ряды после нескольких лет голода и падежа скота. Не стоит забывать, что после того, как с южных башкирских земель откочевала Ногайская Орда, вместе с ногайцами ушла и часть башкир, что довольно сильно их ослабило. Заключив равноправный договор, башкиры смогли целые столетия спокойно развиваться на своих землях. Напомню, что по договору башкиры обязаны были защищать южные территории московского государства от набегов, также участвовать в войнах и платить небольшой ясак в виде пушнины и нескольких бочонков меда. Взамен башкиры полностью предоставлялись сами себе, контролировали свои земли, устанавливали там свои законы, и никто не трогал их религию. То есть это было, еще раз говорю, это был договор равноправных народов. Только почему-то русские посчитали, что это было вхождение на правах вассалов башкирских родов. Так вот, заключив равноправный договор, башкиры смогли целое столетие спокойно развиваться на своих землях. Они выросли в численности в несколько раз, стали достаточно зажиточными, развивали свои ремесла, кузнечное дело, торговали с соседями. И самое главное, они смогли за этот век окончательно сформироваться из разрозненных племен в единый народ башкортов. Соответственно, когда начались первые наглые притязания русских на права и земли башкир, это вызвало яростное сопротивление. Первая крупная война 1662-1664 годов между башкирами и русскими, а на тот момент были именно войны, а не восстания, начались по следующим причинам. Первое. Усиление захвата башкирских земель, о чем свидетельствует основание множества крепостей и слобод на территории Казанской и Сибирской дороги. Второе. Попытка калмыков захватить башкирские кочевья в юго-западной части башкирских земель, когда в конце 50-х годов 17 века калмыки приняли русское подданство. Тогда Москва санкционировала переход части башкирских кочевий в руки калмыков. Третье. Рост фискального гнета, злоупотребление властью и прямое насилие со стороны воевод и их помощников. То есть вот эти вот воеводы придумывали сами налоги и пытались тем самым обманывать и обирать башкирское население. Закончилась эта война победой башкир и удовлетворением всех их требований, а также подтверждением предыдущих договоров между башкирскими родами и московским государством. Следующая война 1681-1684 годов, 3 года она шла, под предводительством Саида Ягафарова, Кучука Юлаева и других лидеров, началась из-за попытки насильственной христианизации. В ходе этой войны, как утверждает авторитетный башкирский историк и языковед Акрам Биеш, среди башкир выработалось четкое понимание, что пора окончательно рвать с московским государством и жить независимо. То есть прошло 130 лет с момента подписания первого договора, и уже тогда башкиры уже поняли, что все, пожили и хватит, пора рвать.
Начались попытки воссоздания своего ханства, которое было утрачено у башкир после нашествия монголов. Начался и поиск ханов из самих же башкир. Крупный башкирский феодал и религиозный деятель Саид Ягафаров был объявлен Сафарханом. После трехлетней войны с Москвой и поражения в главном сражении с русскими войсками следы башкирского Сафархана теряются. Но поражение в сражении – это еще не поражение в войне. Все-таки в итоге эта война, как и прежняя, закончилась победой башкортов. От затеи христианизации башкир Москва отказалась. Московские цари подтвердили прошлые договора с башкирами и временно отступили. Следующая война 1704-1711 годов 7 лет шла. Между башкирами и русскими вообще сделала Башкорт-Иле, страну башкир, на целые 30 лет практически независимой страной. Началась она с того, что обнаглевшие русские завоеватели, захватчики вновь возомнили себя хозяевами башкирской земли. Новый царь Московского царства Петр I остро нуждался в финансах, и было решено вновь подступиться к башкирским землям. Прошедшая 40 лет назад война между русскими и башкортами уже к тому времени забылась. Прибывшие сборщики налогов, их даже имена, точнее фамилии сохранились, это Жихарев и Дохов, собрали башкирских старшин у подножья Уфы, на территории сегодняшней это Уфимский городской пляж реки Агидель, и объявили, что указом Петра I вводится 72 новых налога, в том числе на мечети, на мул, на каждого приходящего в молитвенный дом. Также в указе говорилось, что мечети нужно строить только по образцу христианских храмов, устраивать кладбище рядом с мечетями, фиксировать заключение браков и смерть прихожан мулами только в присутствии русского священника. Все это было воспринято как прямой шаг к будущему полномасштабному насильственному крещению. Башкиры не стали долго слушать русских сборщиков и просто избили их и отправили восвояси. Добавлю, что среди этих налогов были абсолютно абсурдные. Например, налог на цвет глаз. За черные и карие глаза башкиры должны были платить русским 2 алтына, это 6 копеек. За серые глаза 7 алтын, это 21 копейка. За зеленые глаза по 10 алтын, это 30 копеек. За голубые глаза 13 алтын, 39 копеек. Были также налоги на каждую трубу, допустим, если у тебя дом, труба есть, ты платишь налог. Если рядом баня есть с трубой, платишь налог. Ну и так далее. Если стекло стоит в доме, платишь налог. То есть были абсолютно абсурдные налоги, еще раз говорю. Также одной из причин войны было то, что Уфимский уезд переподчинили Казанскому краю. А это башкирами воспринималось как нарушение договора. Дело в том, что Уфимская вообще эта территория Уфимского уезда, Уфимской губернии, она воспринималась как территория башкир. И, конечно же, подчинение Уфимского этого уезда Казанскому краю, городу Казани, воспринималось как нарушение договора. После избиения сборщиков налогов, прибывший в Уфу для устрашения башкир полковник Александр Сергеев собрал башкирских старшин, мул и ахунов, это религиозные деятели, и потребовал от них 20 тысяч лошадей и 4 тысячи воинов для русского войска. Башкиры, конечно же, отказали. В то время Петр I вел Северную войну со шведом, и ему очень сильно нужны были люди, лошади и так далее. Тогда Александр Сергеев хитростью пригласил башкирских лидеров на пир в Уфу, где их всех схватили, устроили им экзекуцию в виде насильственного спаивания алкоголем. Башкиры — это мусульмане, которые не пили алкоголь, их насильно заливали, их связывали, насильно заливали им этот алкоголь в горло. Потом в последующем их избивали, истязали их, пытали. В результате всего этого, всех этих издевательств, несколько башкирских старшин умерло. Напомню, что это были самые авторитетные башкирские старшины, собрались тогда. Естественно, после того, как весть об издевательствах русских разнеслась по всему Башкорт-Иле, башкиры взялись за оружие и поднялись на очередную войну. В этот раз за дело взялись основательно. Тут же были уничтожены все и сожжены практически все монастыри и русские села на территории Башкорт-Иле. Можно сказать, что от русских поселений не осталось ничего. А Москва сразу запросила переговоры. От башкир на переговоры в Москву отправилась делегация из 8 человек во главе с авторитетным башкортом Дюмеем Мышкеевым. Но партия войны
от русских взяла верх. И Дюмея Ишкеева и других башкирских делегатов арестовали. Впоследствии Дюмея Ишкеева казнили. Естественно, после такого вероломства ни о каких переговорах не могло быть и речи. Башкиры с новой силой взялись за оружие. Они избрали на всебашкирском Еине очередного башкирского хана. Им стал Хази-хан из рода Юрматы. Хази-хан не планировал ограничиваться освобождением только башкирской территории. В этот раз решили напасть на Казань, освободить казанцев от русского ига и восстановить Казанское ханство. Для этого нужно было заручиться поддержкой турецкого султана и крымского хана. Послом был отправлен Мурат Султан от башкир. Он же на обратном пути должен был заехать на Кавказ и поднять там восстание. Мурат Султан, встретившись с крымским ханом и турецким султаном, не получил поддержки, что в будущем сказалось на том, что Башкорт-Илет так и не обрел полной независимости. Но восстание на Кавказе он смог поднять, и там его поддержали в этом горские народы. Были и попытки башкир установить контакты с атаманом Кондратием Булавиным. То есть башкиры искали союзников где можно. И, как я сказал, они подготовились к войне очень тщательно и основательно. В декабре 1707 года в районе Соливариного городка 8-тысячное войско башкир под руководством Алдар-Батыра и Кельмяка Нурушева разбило Уфимский полк и Усольский стрелецкий отряд, полностью уничтожило. Также были разгромлены значительные русские силы, это 1300 человек, полк Хохлова, полк Рыдаря и полк Аристова, посвященный для башкир-горой Юрактау. Это сегодня под Стритамаком. После этого башкирские войска двинулись в сторону Казани. Оставив небольшие башкирские отряды для блокирования крупных крепостей на территории Башкорт-Иле, основные войска башкортов, это примерно от 30 до 40 тысяч воинов, да? Представьте масштаб, да, какой, под предводительством Кусюм-Батыра, Кусюма-Телекеева, Алдар-Батыра, Алдара Исянгильдина, Москова-Уразаева, Исмаила-Мулы, Якупа-Кульметова, Куразмана-Батыра, Куразман-Уразов и других наших лидеров перешли реку Каму и вторглись на территорию Казанского края. Чтобы вам было легче понимать масштаб той башкирско-русской войны, просто оцените размах вторжения башкортов на территорию Казанского края. Откройте карту, ну и примерно следите за моими словами. Отряды башкир осадили тогда такие сегодняшние города Татарстана, как Мензелинск, Елабугу, Заинск, Новошишминск. Были захвачены и сожжено крупное село Шуран, сегодня это Ваишевский район Республики Татарстан. Отряды Кусюм-Батыра захватили и разорили Ильбахтин монастырь, села Амары и Мамадыш, сегодня это город Мамадыш Республики Татарстан. Отряды Исмаила Мулы захватили село Чистое поле, это нынешний город Чистополь Республики Татарстан. Отряды башкиры под предводительством Кусюм-Батыра и Алдар-Батыра захватили село Чепчуги, сегодня это село Чепчуги Высокогорского района Республики Татарстан, и подошли на расстояние 30 километров от Казани, то есть практически вот уже были рядом. Некоторые отряды башкир уже начали вообще переправляться на правую сторону реки Идель, Волги. Ставка башкирского войска служила тогда село Савруши Казанского края. На сторону башкир начали переходить отряды казанских татар, марийцев, чувашей, но этого было мало. Башкорты ждали восстания всего Казанского края. В планах башкирского хана Хази было восстановление независимости Казанского ханства. И в этом рассчитывали в первую очередь на самих казанских татар. Отряды Москов-Уразаева двинулись на Вятский уезд, сегодня это Кировская область, где захватили и разорили село Вятские Поляны, сегодня это город Вятские Поляны Кировской области, осадили село Уржум, сегодня это город Уржум Кировской области, сожгли Спасско-Чепочкин монастырь, захватили населенные пункты Узга и Селты, сегодня это райцентр Селтинского района Республики Удмуртия, то есть до Удмуртии уже дошли, Пудга, село Пудга, сегодня это Большая Пудга Можгинского района Республики Удмуртия. То есть, понимаете, размах, да, какой? Башкиры вторглись на территорию Казанского края, Вятского края. Сегодня это вот территория Республики Татарстан, Кировской области, Республики Удмуртия. Это вот там вовсю башкиры громили русских. Отряд Курамзан-Батыры, это примерно около 1700 человек, разбили посланный против башкир Драгунский полк, точнее, полковника Шереметьева. На помощь царским войскам пришли калмыки в количестве 10 тысяч человек под предводительством Аюки хана. После нескольких сражений с войсками князя Хованского и калмыцкого хана Аюки
Так и не дождавшись настоящего восстания татар, башкиры отошли на свои земли и закрепились там. Царь Петр I, потрясенный мощью башкир, вынужден был оставить их в покое. На 30 лет Башкорт-Иле, как и прежде, стало практически независимым государством, скрепленным договором с Москвой. Только в этот раз Башкорт-Иле было практически полностью очищено от русского населения. Есть мнение, что в 1712-1714 годах башкирским ханом был избран казахский хан Абулхаир. Эти три перечисленных восстания закончились победами башкир, когда Москва вынуждена была постоянно подтверждать условия договора с башкортами, на который она подписалась еще в середине XVI века. Однако, хоть и отстояв силой и кровью свои права, башкиры не стали развивать свой успех. Они не стали добиваться полной независимости и создания своего государства во главе с башкирским ханом. К этому способствовало и поражение московского государства в войне против Османской империи в результате Прудского похода Петра I в 1711 году, приведший Россию к поражению в войне. То есть условия у башкир были самые идеальные. Но башкиры не воспользовались этим шансом. Эта ошибка привела к тому, что к следующему наступлению на Башкорт-Иле в 1735 году Москва подготовилась очень тщательно. Русские, конечно же, не отказались от своих намерений покорить Башкорт-Иле. В 1725 году по инструкции генерал-майора Георга Вильгельма де Геннена в Башкорт-Иле под видом торговца побывал лазутчик, кунгурский бургомистр Юхнев. Как чиновник он тогда не мог попасть на башкирские земли, иначе бы его сразу башкиры казнили. То есть они, как лазутчики, прокрадывались на башкирские земли и разведывали, как живут башкиры. Напомню, что на тот момент Башкортостан, башкирские земли были практически независимыми, полностью контролировались только башкирами. Он должен был выведать примерную численность башкир, которые могут воевать, их вооружение, материальное положение и так далее. В своем секретном уведомлении о башкирском деле он предлагал следующий вариант. Чтобы они впредь не бунтовали, надлежит их сколько можно вывести в Русь и разделить. Оттого в Русь людей умножится, и бусурманы примут христианскую веру, а потому Башкирия будет от них пуста, и на такой доброй земле можно впредь русских поселить. То есть это были планы такие у русских. Астраханский и казанский губернатор Волынский в 1730 году предлагал свои варианты, как справиться с башкирами. Он полагал, что было бы лучше, если бы каким политическим способом их оттуда убавить, хотя бы до половины. Среди мер по сокращению численности башкир он предлагал стравить между собой с одной стороны башкир, с другой стороны казахов и каракалпаков, наводнить Башкорт-Иле войсками и при этом полностью разоружить башкир. Итак, 1 мая 1734 года императрица Анна Иоанновна было утверждено Оренбургской экспедиции по проекту обер-секретаря Сената Ивана Кириллова. По проекту Кириллова Российская империя должна была построить крепость Оренбург, откуда должна была начаться экспансия в Центральную Азию, вплоть до выхода на Индию. Башкиры поняли, что строительством Оренбурга и целой сети крепостей на юге башкирских земель отрезает их от родственных казахов, замыкают внутри России и тем самым делают башкирские земли внутренней губернией. Узнав заранее об этих планах Санкт-Петербурга, башкирские бии, старшины и тарханы собрались весной 1735 года на всебашкирский Курултай в Азиевой мечети. Азиевая мечеть — это такая культовая мечеть была башкир, где постоянно башкирские лидеры собирались, принимали значительные решения там, о мире, о войне, о разделе земли и так далее. Так вот, там было решено, что башкиры не допустят никакого строительства города Оренбурга и будут всячески этому препятствовать. В конце мая, начале июня 1735 года башкиры, собравшиеся под Уфой под руководством Кельмяка Нурушева и Акая Кусюмова, направили к Кириллову двух представителей с требованием отменить решение о строительстве Оренбурга. То есть башкиры всегда, прежде чем начать войну, пытались договориться мирно, вразумить вот этих русских о том, что, ребята, лучше не стоит, иначе будет война. Но посланцы башкирские были подвергнуты допросу и пыткам, после которых один из них скончался. Это, конечно же, сразу же привело к тому, что началась очередная башкирско-русская война. Продолжалась она 5 лет. И хоть сопротивление башкир было сильным,
а многие битвы в течение этого противостояния выигрывались башкирами, война в итоге была проиграна. В результате проведения в жизнь Оренбургской экспедиции и вспыхнувшей впоследствии этого очередной башкирско-русской войны 1735-1740 годов, Башкорт-Иле потерял свою относительную независимость и превратился в обычную губернию. Эту войну башкиры проиграли, и русские на правах победителей уже не церемонились с проигравшими. Башкорт-Иле окружили сетью укреплений на юге и на юго-востоке, так называемой Оренбургской крепостной линии. На востоке была построена сеть челябинских крепостей. Башкиры отрезали от казахов, своего самого близкого родственного народа. Сделав Башкорт-Иле внутренней губернией, власть пыталась добиться того, чтобы башкиры забыли о своей независимости. Был введен запрет на проведение иенов. Сожжена и разрушена Азиева мечеть. Был установлен запрет на кузнечное ремесло. Башкирам вообще запрещалось изготавливать любое оружие. Я отмечу, что башкиры были искусными кузнецами, очень хорошо знали горное дело. И кто не знает, то первое Санкт-Петербургское горное училище, горный институт впоследствии, основал башкирский рудопромышленник Исмаил Тасимов. Так вот, башкиры, еще раз говорю, очень хорошо знали, где лежат руды, как добывать и как вести кузнечное дело. Так вот, после разгрома башкир и проигрыша их в этой войне, башкирам запретили вообще иметь мечети, запретили изготавливать оружие. Небашкирскому населению был введен строжайший запрет на продажу башкирам огнестрельного и другого вида оружия. В ходе этой войны, по официальным государственным источникам, погибло в сражениях, впоследствии казнено, сослано на каторгу и роздано в крепостные более 60 тысяч башкир. Более 800 башкирских деревень было сожжено, десятки тысяч голов скота угнано. Много было роздано в крепостные башкир. Много башкир, спасаясь от репрессий, убежали к казахам и каракалпакам, что привело со временем к неминуемой ассимиляции в этих народах. Чтобы вы понимали размеры катастрофы, по данным американского историка Данелли, на тот момент в Башкорт-Иле проживало примерно 100 тысяч башкир. То есть из них 60 тысяч башкир было уничтожено, сослано на каторгу, роздано в крепостные. Среди башкирских историков репрессии в ходе 1735-1740 годов считается первым геноцидом башкирского народа. Надо непременно добавить, что делая очередную попытку стать независимыми, башкиры в этот раз выдвинули хана из своей среды. Им стал башкорт из рода Юрматы Мендигул Юнаев, которого нарекли ханом Карахакалом, известная личность в башкирской истории. После поражения в войне царские каратели не смогли его схватить, он скрылся в казахских степях. Также бы хотелось отметить еще одну легендарную башкирскую личность того времени, это Алдар Исикеев. Еще некоторые его называют Алдар Исянгильдин, но в народе он известен как Алдар Батыр. Алдар Батыр известен тем, что он являлся башкирским потомственным Тарханом, получил от башкирского народа звание Батыр, участвовал в Азовском походе Петра I, где в поединке Батыров победил черкесского Батыра и получил из рук Петра I золотую саблю и ножны. Впоследствии он стал старшиной Бурзянской волости. Вроде бы живи и радуйся, да? Достаток, богатство, власть, всеобщее уважение, признание его заслуг со стороны московских властей. Но Алдар Батыр являлся в душе настоящим башкортом, который переживал за свой народ, за свою землю. Именно поэтому он не смог спокойно смотреть на то, как его родная земля захватывается русскими колонизаторами, как строятся заводы и крепости, как башкир облагают непомерными налогами, а из мусульман стараются насильно сделать христиан. Поэтому он принял самое активное участие в башкирско-русской войне 1704-1711 годов и стал в результате этой войны героем в глазах народа. После той войны, как я упоминал ранее, Башкорт-Иле стало практически независимым государством. Алдар Батыр пользовался авторитетом и уважением в башкирском народе. Царские власти также обходили стороной его, считаясь с его личностью. В башкирско-русской войне 1735-1740 годов Алдар Батыр не принимал участия в силу своего возраста. Но он активно помогал укрывать у себя башкир, которых преследовали и разыскивали царские каратели. Царские власти были недовольны Алдар Батыром,
К тому же они не могли простить ему участие в войне 1704-1711 годов, когда башкиры выиграли ту войну. А сам Алдар-Батыр разбивал русские полки и захватывал города и крепости. Весной 1740 года Алдар-Батыр поехал в крепость Самару в главе Оренбургской комиссии генерал-лейтенанту Василию Урусову, чтобы просить его освободить лидеров башкирского восстания, которых тогда схватили. К Урусову Алдар-Батыр прибыл вместе с несколькими башкирскими старшинами, которые тоже должны были участвовать в переговорах. По прибытию в Самару их тут же вероломно арестовали и, заковав в кандалы, отправили в Мензелинск к начальнику комиссии башкирских дел генералу Саймонову. Их допрашивали и пытали, а после жестоких пыток 16 марта 1740 года Алдар-Батыра и еще 8 башкортов казнили. Алдар-Батыра казнили жестоким способом. Ему воткнули под ребра острый крюк и на нем подвесили. И так он, подвешенный под этим крюком, мучительно умирал несколько дней. Великий Алдар-Батыр, которому на тот момент исполнилось почти 70 лет, умер в мучениях. Надо понимать, что человек, который являлся старшиной целой волости, являлся потомственным Тарханом, был очень богатым человеком, имел тысячные табуны лошадей, несколько жен. Вроде бы живи и радуйся, да? Но он не мог оставаться в стороне, когда его народ страдает. Это и есть настоящий башкирский герой. Восстание башкир, уже не война, а именно восстание 1755-1756 годов, не отличалось такой массовостью, как прежние башкирско-русские войны. Это был очередной ответ на усиливающее закрепощение, увеличение налогов, массовое расхищение башкирских земель. Башкирам на тот момент запретили добычу соли, обязав их покупать в казенных магазинах по высокой цене. По указу Сената от 16 марта 1754 года ясак был заменен покупкой соли из казны, что привело к увеличению налогов в 5-6 раз. Также было введено суровое правило: башкорты не имели права держать огнестрельное оружие, а если оно у кого-то обнаруживалось, то у владельца отбиралась лошадь в пользу доносчика. То есть, тем самым поощряли насильство на башкир. Во всех селах были закрыты кузницы, ни один башкир не имел права выезжать из своего села без специального разрешения. Конечно же, это вызвало возмущение и очередной виток восстания. То есть башкир медленно и верно из народа воина опускали в сословие бесправных крестьян. Свою роль в этом сыграли ошибки прошлых войн с русскими, отказ в поддержке со стороны Турции и Крымского ханства, нежелание соседнего мусульманского населения массово подняться вместе с башкирами на войну за свою свободу, а также то, что главная цель – независимость Башкорт-Иле – так и не была достигнута. Готовил это уже запоздалое восстание мишарский мулла Габдулла Галиев, Батырша. Весной 1755 года он обратился к мусульманам края с обширным воззванием Тахриз-Наме, в котором призывал всех мусульман на газават. Газават – это священная война мусульман против неверных. Восстание планировалось начать на начало лета 1755 года. Рассылались гонцы, готовилось оружие. Но началось оно раньше. Из-за одного простого банального случая. В Бурзянской области башкиры, взбешенные наглым поведением начальника горно-изыскательной партии Брагина, который избивал башкир, были попытки изнасилования башкирских девушек. Так вот, башкиры его убили. Так началось восстание. Батырша вынужден был примкнуть уже к восставшим. Хоть воззвание Батырши было обращено ко всем мусульманам Урала и Поволжья, вновь, как и 20 лет назад, поднялись в основном одни башкиры. К сожалению, татары и другие народы массово не поднялись и не поддержали восставших. Так как к тому времени Башкорт-Иле находился уже в окружении сети крепостей, то восстание подавили достаточно быстро. Со всех сторон на восставших башкир было направлено 25 тысяч солдат, драгун, казаков. 26 сентября 1755 года Елизавета II также обратилась с манифестом к татарам Среднего Поволжья. За участие в походе против восставших башкир татарам разрешалось забирать захваченное им в боях имущество башкир, а пленных оставлять у себя. Также было несколько ослаблена насильственная христианизация татар. В частности, был отозван Аксак Каратун Лука Канашевич, который проводил в Казанской губернии христианизацию и санкционировал разрушение мечетей. По призыву русской императрицы часть казанских татар приняла участие в подавлении башкирского восстания. Согласно
историку Кеппину, численность татар, участвовавших в подавлении восстания, составляла около 5000 человек. То есть была попытка, даже не попытка, а прямое стравливание двух народов, близких родственных народов, одной веры народов, татар и башкир, русскими. В итоге сами мишари схватили и сдали Батыршу царским властям. Это сделал мишарский старшина Осинской дороги Сулейман Диваев. Башкиры успели вновь немного подчистить от русских свою землю, разрушить несколько заводов, сжечь десятки русских деревень, уничтожить несколько русских отрядов драгун, но на большее сил не хватило. Вспоминались репрессии прошлой войны. Вспоминая эти репрессии, башкиры с семьями начали массово уходить к казахам. Некоторые казахские рода приняли и укрыли башкир, а другие, поддавшись словам губернатора Неплюева, начали захватывать их имущество, жен, отбирать скот. Из-за подобного поведения российских чиновников башкирско-казахские отношения обострились. Таким образом, империя стравливала друг с другом родственные народы – татар, башкир, казахов, которые находились в условиях колониального гнета. Хоть царское правительство и пошло на некоторые уступки, а именно подтвердило существующий договор с башкортами, все же репрессии были жестокими и массовыми. Башкиры усвоили урок и поняли, что в условиях, когда их плотно инкорпорировали в российскую государственность, а земли окружили крепостями, подниматься одним против империи нельзя. В 1773 году, когда Емельян Пугачев объявил себя чудом спасшимся императором Петром III, башкиры не сразу примкнули к восстанию. Они внимательно наблюдали и выжидали. И только после того, как войска Пугачева осадили ненавистный им Оренбург, а в штабе Емельяна Пугачева появился авторитетный у башкирского народа старшина Бушман-Кипчакской волости Киндзя Арсланов, который пользовался непререкаемым авторитетом у башкир, этот Киндзя Арсланов, составил воззвание к башкирам. После этого башкиры начали массово переходить на сторону Пугачева. Нет смысла описывать весь ход этой начавшейся гражданской войны, а это была действительно гражданская война, а не восстание никакое. Можно только сказать, что башкиры в очередной раз ухватились за возможность отсоединиться от ненавистной России и создать свое собственное государство. Да, они теперь понимали, что в одиночку справиться с царскими войсками у них уже нет никаких сил. А вот попробовать это сделать вместе с русскими и другими народами Российской империи можно. Поняв, что мысли об отсоединении от России витали не только в головах простого башкирского народа, сколько плотно осели в умах его элит, старшин, тархан, мул. Именно они в первую очередь хотели, конечно же, отсоединиться. Все это прекрасно знали, что Пугачев, вообще, что Емельян Пугачев самозванец, никакой не царь. Многие из башкирских старшин часто бывали в Москве и Санкт-Петербурге, видели в лицо самого Петра III. Башкирские лидеры понимали, что Пугачев – это лже-царь. Но они шли к нему не потому, что он был царем, не потому, что они верили в том, что он царь. Они шли за своей свободой, за свободой Башкорт-Иле. В одной только Уфимской провинции из более чем 125 старшин в восстании приняло участие 77 башкирских и 37 мишарских старшин. Отказались поддерживать Пугачева 12 старшин, 9 башкирских и 3 мишарских. То есть 110 старшин, а это сегодняшние как минимум главы районов. А даже тогда большей властью обладали старшины башкирские. 110 старшин перешли на сторону Пугачева. Из 47 среди башкирских предводителей в Пугачевской войне был один генерал-фельдмаршал, один генерал, один бригадир, 2 главных полковника, 49 полковников и подполковников, 9 атаманов, 32 походных старшины, 13 ясаулов и 22 сотника. Из 47 башкирских полковников и генералов в войске Пугачева был 41, это были представители башкирских феодалов. Из 47, 41 это были башкиры. Покажите мне сегодня хоть одного действующего или бывшего главу района Республики Башкортостана, министра, бизнесмена, который бы открыто выступил против Кремля. Таких нет. Современная башкирская элита при любом противостоянии либо тихо сидит, выжидая, чем все закончится, как это было во время баймакских событий, либо активно помогает подавлять протесты башкир. Ну и напоследок хочу рассказать, почему среди башкирских феодалов выделился и остался в памяти именно Салават Юлаев. Ведь были более известные и крупные башкирские военачальники, такие как, например, начальник штаба Киндзя Арсланов,
бывший депутат уложенной комиссии Базаргул Юнаев, руководивший осадой Уфы Каскын Самаров, не проигравший ни одного сражения Каранай Муратов и многие-многие другие авторитетные башкорты. После того, как Пугачев был разбит, а война за пределами Башкорт-Иле затихла, восставшие башкиры продолжали крепко удерживать в своих руках башкирские территории. Екатерина II была хоть и злобной и жестокой, но все же умной женщиной. Она понимала, что башкиры, замазавшись в войне против имперской власти и помня страшные репрессии после прошлых войн, будут сражаться до конца. Поэтому она обратилась к башкирским старшинам с предложением о помиловании, обещая всем, кто принесет повинную, полное прощение, сохранение своего состояния и всех былых привилегий. Посоветовавшись между собой, старшины решили принять предложение Екатерины II и принесли повинную. И действительно, все они были прощены. По легенде, Каранай Муратов даже удостоился аудиенции у Екатерины II. Единственные, кто отказался приносить повинную, это Кинзя Арасланов, который успел скрыться в казахских степях, и Салават Юлаев. Салават Юлаев со своим отрядом достаточно долго оказывал сопротивление, скрываясь в горах Каратау. К нему лично, через генерал-майора Павла Потемкина, обратилась Екатерина II. Лично, да, обратилась, обещая прощение, если он сдастся. Но Салават Юлаев вновь отказался. В итоге его все же поймали. Салават Юлаев и его отец Юлай Азналин не были казнены. Их наказали более жестоко. Их били кнутами, вырвали ноздри, клеймили буквами «злодей», «бунтовщик» и «изменник». И отправили на вечную каторгу в далекую крепость Рогервик на Балтийском море. Сегодня это город Палдиски, Эстония. Независимая Эстония. Так молодой батыр Салават Юлаев принял наказание за всех восставших башкортов, что и осталось в памяти народа. Царская власть максимально попыталась придать забвению его имя. Была сожжена не только его родовая деревня Текеево, но и ближайшие 7 деревень, где жили родственники Салавата Юлаева. Было запрещено упоминать его имя. Было запрещено называть его именем детей. Но память башкирского народа была крепкой и сильная, чем запреты колонизаторов. Сегодня Салават Юлаев – национальный герой башкирского народа. Нет более популярного имени среди башкир, чем Салават. Ну а сколько различных объектов названо в его честь, не сосчитать. Это и город Салават, и Салаватский район, и хоккейный клуб Салават Юлаев. Однако мечта башкирского народа получить независимость вновь отодвинулась на долгие-долгие годы. Весь 18 век для башкир был веком войн и восстаний, что, конечно же, не могло не волновать империю. Они искали способ, как нейтрализовать или обуздать башкирский вольнолюбивый нрав. В итоге, как я упоминал выше, это было создано по приказу Екатерины II в 1788 году Оренбургское Магометанское духовное собрание ОМДС, которое через проповеди призывало башкир повиноваться власти, которая дана от Аллаха. И второй способ – это было учреждение кантонной системы управления в Оренбургской губернии. Эта военная форма управления в 1798 по 1865 годах, то есть практически 70 лет, на территории Оренбургской губернии, по-другому еще называлось Башкирское мещерятское войско. Башкир и Мишарий перевели в военное казачье сословие с подчинением военному губернатору. Территорию проживания башкирского народа разделили на кантоны. Сперва это было 11 кантонов, потом их численность выросла до 28 кантонов. Основной обязанностью населения кантонов являлась военная служба. Мужчины привлекались к охране юго-восточных границ страны, к участию в войнах царской России. Повинности населения кантонов были такие. Кроме основной повинности, население этих кантонов было обязано бесплатно выполнять трудовые повинности, такие как строительство дорог и мостов, проведение и обустройство новых пограничных линий, подвоз продовольствия и других грузов в укрепление Оренбургской линии, заготовка леса, благоустройство городов Оренбургской губернии и так далее. Мужское башкирское население уезжало на службу, которая длилась по полгода. Так оно находилось под военным контролем и таким образом не могло организовать или участвовать в восстаниях. К концу XIX века захват и расхищение башкирских земель усилился многократно, что вызвало недовольство башкир. Дело в том, что в 1882 году вышел императорский указ, по которому было разрешено скупать башкирские земли. После отмены крепостного права русские крестьяне стали переселяться на новые места, а правительство поощряло такое переселение. То есть началась еще одна усиленная колонизация башкирских земель.
Переселявшиеся стали скупать плодородные земли у башкир, зачастую часто нагло обманывая и башкир. Когда же башкиры начинали судиться, то суды, как правило, вставали на сторону русских. Все это привело к тому, что башкиры к началу 20 века потеряли значительные свои территории. Менялся привычный образ жизни. Также хочу добавить, что здесь, что башкиры не были кочевниками в чистом виде, как это любят писать некоторые люди. Да? Башкиры — это полукочевой народ, который зимой жил в своих аулах, деревнях, а весной выезжал со своими семьями на кочевку. Петр Симон Палас во время путешествия по Уралу в 1770 году башкирам посвятил не одну главу своего трехтомника «Путешествие по разным провинциям Российской империи». В этих главах он дал комплексное географическое описание города Уфы, его окрестностей, познакомил с укладом жизни башкир, башкирских домов, бытом, женской одеждой, украшениями и так далее. «Ехал я, — писал ученый, — по большой от Оренбурга в Уфу через многие башкирские зимья проложенные дороги. Ныне башкирцы начали уже собираться со своими стадами в зимовье. От других степных народов отличаются они тем, что живут зимой в избах, на корм скоту косят сено и вьют стоги около больших дерев». То есть он подтверждает, что башкиры на зиму собирались жить в деревнях, зимовали там, а уже весной отправлялись на кочевку. Следующий этап башкирского национального движения наступил в 1917 году, когда рухнула Российская империя, и перед башкирами открылась уникальная возможность обрести свою государственность. Этой возможностью воспользовалась команда башкирских пассионарных интеллектуалов во главе с их лидером Ахмед Заки Валиди. Поняв, что наступило время, когда нужно действовать незамедлительно, пока позволяют события, команда башкирских националистов наконец-то осуществляет свою давнюю мечту башкирского народа, формирует свою государственность. Почему я назвал башкирских националистов? Потому что Заки Валиди и его соратники никогда не скрывали, и это даже есть в записках, в воспоминаниях у Заки Валиди, что они себя называли башкирскими националистами. Так вот, башкирское правительство формирует свою государственность. Пусть и усеченную, пусть в составе Федеративно-демократической республики Российской, но все же свою автономную республику в очерченных границах. Быстро организовавшись, они провели 3 всебашкирских курултая с делегатами от всех башкортов, образовали республику, сформировали правительство, создали милицию, органы управления, а также свою башкирскую армию. Поддержка башкирского правительства местного населения была огромной. Башкирам помогали деньгами, давали кров, продовольствие. Желающих идти добровольцами в башкирское войско было очень много. То есть башкиры массово поддержали идею республики. И именно наличие военной силы заставило с башкирским правительством считаться. Уважают и боятся и разговаривают всегда с теми, у кого есть сила, физическая сила. Если бы башкиры были тогда слабыми, то их бы разогнали, как правительство Идель-Урала, у которого армия была намного больше башкирской. Их было около 100 тысяч штыков. Но та армия никакого отпора не дала большевикам и была разогнана. Башкиры смогли не только дать отпор, но и навели полный порядок на территории своей республики. Если на тот момент большевики развернули по всей стране так называемую продразверстку, это изъятие продовольственных ресурсов у населения, то на территории Башкирской республики башкирская власть не давала этого делать. На территории республики была разрешена свободная торговля, что позволяло крестьянам жить достаточно зажиточно. Были случаи, когда представители некоторых кантонов Уфимского уезда, который не входил сперва в республику Башкортостан, приезжали к делегациями к башкирскому правительству и просили их включить в состав Башкирской республики. Изначально башкиры не хотели влезать в начавшуюся гражданскую войну между красными и белыми. Но находясь в эпицентре всех этих бурных политических событий, военных событий, в итоге вынуждены были выступить на одной из сторон. О том, как воевали наши воины, говорит такой маленький факт. Когда башкирские полки в составе белых войск освободили город Екатеринбург, жители города подарили башкирам в знак благодарности собственноручно изготовленное знамя. Сегодня это знамя хранится в музее, Государственном музее Республики Башкортостан. Также почему именно башкиры перешли сперва на сторону белых? Потому что красные большевики арестовали башкирское правительство в городе Оренбург по доносу и некоторых деятелей, да?
И башкирское правительство было, скажем так, освобождено не в результате там, да, какой-то доброй воли большевиков. Нет. Башкирское правительство было освобождено в результате набега на Оренбург башкирских отрядов совместно с оренбургскими казаками. Они совместно сделали набег на тюрьму, захватили эту тюрьму, освободили башкирское правительство. И таким образом башкирскому правительству ничего не оставалось, кроме как начать войну с красными. Башкирское правительство тогда тесно сотрудничало с казахским правительством Алаш-Орда, поддерживая друг друга во всем. 15-17 мая 1918 года в Кустанае состоялось совещание представителей башкирского и казахских национальных движений, где обсуждалась организация совместной борьбы. В конце августа, начале сентября 1918 года в Самаре прошли совещания правительств Башкортостана, Казахстана и Средней Азии, на которых было решено объединить все силы народов указанных регионов в Федерацию юго-восточных мусульманских областей в составе Союза Восточной России. Кроме того, планировалось объединить в единый корпус вооруженных сил Алаш-Орды и Башкортостана. Башкирское правительство также имело отношение с украинским правительством. Если говорить о легитимности башкирского правительства, то оно было более чем легитимным, так как было учреждено на всебашкирском Курултае, куда были выбраны делегаты от всех башкирских властей. Одним из первых государственных образований, возникших в период гражданской войны в России и признавших автономию Башкортостана, был Камуч, комитет учредительного собрания. Именно они признали тогда Башкортостан. А 27 сентября 1918 года Временное всероссийское правительство Уфимская директория подписало соглашение с башкирским правительством о признании автономии Башкортостана. То есть, надо сказать, что Республика Башкортостан тогда была более чем легитимная. Также были установлены связи с Азербайджаном и, как я говорил, с Украиной. Позднее в Украину была направлена башкирская делегация и было достигнуто взаимопонимание между Украиной и Башкортостаном. Украина на тот момент тоже была уже независимым государством. Могли бы вообще мы тогда стать отдельным независимым государством? Хороший вопрос. Но я думаю, что скорее нет, чем да. Что белые силы, что красные рассматривали территорию рухнувшей уже Российской империи как свою, и даже не признавая национальные республики, видели их только как встроенные в единую Россию. Точнее, даже когда признавая национальные республики, что они имеют право быть республиками, видели их только как встроенную в единую Россию. Многие народы не имели опыта государственного строительства и довольствовались усеченной автономией в составе советов. Надо также признать, что идея построения коммунизма у большевиков была очень сильной. Она влияла на умы огромных масс людей, которые поверили этой идее и пошли за ней. Сегодня у так называемой российской оппозиции, у так называемых хороших русских нету никакой идеи. Именно поэтому они нелегитимные, за ними нету силы никакой. И они не будут иметь вообще никакой власти в будущем. Став полностью независимой, смогли тогда только Польша и Финляндия, и Балтийские республики. Но все же процесс обретения своей собственной государственности среди народов России был заложен. Оставшиеся в составе Советского Союза народы, на примере тех стран, что смогли добиться независимости, увидели, что можно жить в своем собственном государстве. Да, они попытались, но не смогли в силу тех или иных причин. Пока не смогли. В тех бурных и кровавых событиях пришлось с лихвой заплатить за свою республику жизнями тысяч башкир. Впоследствии, когда советская власть укрепилась, были репрессированы практически все, кто строил первую башкирскую республику. Заки Валиди был вынужден бежать за границу. Во многом благодаря его воспоминаниям мы знаем, как рождалась Башкирская республика и сколько всего пришлось пережить ее отцам-основателям. Подписание соглашения между правительством Республики Башкортостан и правительством Центральной советской власти 20 марта 1919 года было вынужденной мерой ради сохранения башкирской государственности. Дело в том, что тогда Колчак, совершив переворот, объявил себя верховным правителем России, запретил все национальные республики, национальные правительства, приказал арестовать все национальные правительства, распустить все вооруженные силы национальных республик. Конечно же,
башкиры, которые сами создали свою Башкирскую республику, не могли пойти на это, конечно же, и начали договариваться с советской властью, которая пообещала признать Башкирскую республику. Так вот, как и получается, хотя как бы башкиры не любили советскую власть, ненавидели, можно сказать, ее, но это была вынужденная мера ради сохранения республики. Заки Валиди знал, что этот договор точно так же нарушит, как были нарушены договоры между башкирскими племенами и Москвой в середине 16 века. Что, в принципе, и произошло уже через год. После принятия 19 мая 1920 года декретов ЦИК и СНК и Совета народных комиссаров РСФСР об отношениях Автономной Советской Республики к Российской Советской Республике, в постановлении о государственном устройстве Автономной Советской Башкирской Республики, наша республика была практически лишена политических и экономических прав, гарантированных соглашением, которое было заключено годом ранее. Когда Заки Валиди высказал Ленину в лицо свое возмущение этой подлостью, Ленин цинично ответил, что подписанное ранее соглашение не стоит и клочка бумажки, на котором оно было написано. Так Москва обманула в очередной раз. Это сильно аукнулось и башкирам. Когда установилась полная власть Москвы, в республике начались зверства большевиков. Продразверстка дошла и до башкир. Изымались все продукты питания, зерно, вплоть до всех семян, весь домашний скот, мед, масло, яйца и остальные другие продукты питания. Это привело к массовому голоду в 1921 году на территории Башкирии, который получил название Зур-Асвык. В Башкортостане этот голодомор начался в феврале 1921 года и охватил значительное население. От 2 до 2,5 миллионов человек тогда голодало. Были зафиксированы случаи каннибализма среди голодающего населения. 18 июля 1921 года, то есть только через полгода с момента начала голода, была образована Центральная комиссия помощи голодающим, ЦК Помгол. А в августе Башпомгол и Уфимский ГУП-Помгол. Такие интересные названия, да, любили давать коммунисты. Также были созданы волостные, кантонные и сельские комиссии помощи голодающим. Но надо здесь отметить, что во главе этих комитетов помощи голодающим сидели в основном русские коммунисты. Они перенаправляли помощь из центра в виде продуктов и лекарств в основном в русские деревни и села. До башкир помощь практически не доходила. Именно поэтому среди башкир был такой огромный процент умерших. Башкиры потеряли практически половину своей численности. Это тоже одна из причин, почему башкиры занимали не первое место по численности своей же республики в последующем. После голодомора башкиры очень долго восстанавливали свою численность. По подсчетам независимых историков, в годы голода население Башкирской республики сократилось на 650 тысяч человек, или на 22%. Практически это были все в основном башкиры. Большую помощь голодающему населению края оказала американская администрация помощи АРА под руководством полковника Уолтера Белла. Осенью 1921 года АРой были открыты первые столовые, а после приюта для сирот. Также была организована доставка продовольствия, медикаментов, одежды, обуви. К 1 января 1922 года действовало 482 столовые на 53 тысячи детей. А уже начало мая АРа кормила в Уфимской губернии 74 846 детей, 295 440 человек взрослых и 2200 больных. В Башкирской республике через столовые и продовольственные магазины этой организации пищу получала 111 993 ребенка и 306 235 взрослых. Вдумайтесь только, какие гигантские цифры. Не 5 тысяч, не 10 тысяч, а 111 тысяч, 306 тысяч. В общей сложности это 500 000 человек. По словам председателя ЦИК Башкирской АССР Мусы Муртазина, каждый выживший башкир обязан своей жизнью американской помощи. В благодарность Уолтеру Беллу за помощь в борьбе с голодомором ему было присвоено пожизненное почетное звание мэра города Уфы и вечного почетного председателя городского совета Уфы. Башкиры же в знак уважения к американскому полковнику Уолтеру Беллу, который сам был протестантом, пригласили его в качестве почетного гостя на выборы верховного муфтия. Это был единственный из иностранцев, который присутствовал на выборах муфтия.
На этом беды башкирского народа не закончились. Репрессии 30-х годов просто выкосили башкирскую интеллигенцию и ее политических деятелей. 10 июля 1938 года в одну ночь было расстреляно 44 выдающихся башкирских деятеля, членов башкирского правительства, башкирской интеллигенции. 44 человека в одну ночь. Это писатели, поэты, музыканты башкирские, элита. Всего же за период с конца 20-х до начала 50-х годов 20 века в Башкирии по официальным данным было репрессировано более 50 тысяч человек. По национальному составу репрессировали 30% русских, 28% башкир, 24% татар, 18% других национальностей. То есть, если сопоставить, что 50 тысяч было примерно репрессировано, то если брать 28% башкир, это примерно около 14 тысяч человек. Отсюда надо добавить также, что погибшие во время гражданской войны, вот, репрессии, голодомор, последующая Вторая мировая война, сколько башкиры потеряли? Огромное количество, сотни тысяч жизней. Если бы башкиры уже тогда жили бы в независимом государстве, ничего бы этого не было. Сегодня бы нас было бы как минимум около 20 миллионов. Если смотреть на то, как подняли свою численность казахи, узбеки, кыргызы и другие народы. С 60-х по 80-е годы репрессий таких массовых не было. Но башкиры продолжали отстаивать свои права в условиях советского тоталитарного режима. Так, в 1963 году ЦК КПСС вынес решение о закрытии всех газет на национальных языках. Теперь все газеты должны были издаваться только на русском языке. И остались возможны только переводы на национальные языки. Таким образом, этот указ убивал сразу большую прослойку башкирских журналистов и писателей. Ведь на башкирском языке пишет тот, кто думает на башкирском языке, имеет талант слагать стихи, писать прозу, писать рассказы, статьи. А механический перевод с русского может делать и обычный понимающий башкирский язык. Многие национальные республики поспешили закрыть свои газеты на нерусских языках. Но в Башкирской АССР произошло непредвиденное. Взбунтовалась национальная интеллигенция. Во главе протестов стали башкирский поэт Рами Гарипов и поддержавший его ученый Акрам Биишев. Они организовали митинг башкирской интеллигенции против этого указа напротив здания башкирского обкома КПСС. Среди собравшихся на митинг были члены Союза писателей и члены Союза журналистов Башкирии и СССР. В результате этой акции лидеры КПСС в Москве пошли на уступки и согласились на компромисс. В конце 1963 года во всех автономных республиках были восстановлены газеты на национальных языках. Таким образом, башкиры, можно сказать, спасли национальную печать всех национальных республик, в том числе и союзных республик. Впоследствии гонения на известного башкирского писателя, поэта Рами Гарипова продолжились. В итоге его исключили потом из Союза писателей СССР, уволили с работы. И он уехал к себе в деревню, где и умер от разрыва сердца. В 1991 году перед башкирами вновь открылось окно возможностей. Многим союзным республикам, можно сказать, свобода просто так упала в руки. И если, например, балтийские страны действительно за свою свободу боролись много лет и самые первые заявили о своей независимости, то многие другие республики ничего особенного не делали ради своей свободы. Поэтому впоследствии у них ее быстро свои же местные князьки и отняли. Башкортостан в этот раз поднялся еще на одну ступеньку выше, чем 74 года назад. Немножко дотронулся до открытой двери под названием «Независимость», но не решился в нее шагнуть. Национальный подъем в республике был очень сильный, Москва была очень слабой. Можно было попробовать, но не стали, испугались. Москва, понимая, что на данный момент является очень слабой, пошла на очередную хитрость. Президент России Борис Ельцин, проехавшись по всем ключевым республикам и регионам, пообещал отдать точнее столько суверенитета, сколько сможет проглотить. Инициировал тем самым подписание федеративного договора. Чеченская республика Ичкерия отказалась подписывать федеративный договор и пошла в этом до конца, вплоть до войны за свою независимость. Татарстан тоже отказался подписывать этот договор федеративный, но как только выторговал для себя отдельные преференции, тут же подписал. Башкортостан в лице
его президента Муртазы Рахимова подписал сразу этот договор 1992 года. Но если бы Башкортостан и Татарстан не подписали договор с Москвой, поддержали бы Ичкерию, а также объявили бы о своей независимости, то я сомневаюсь, что Москву хватило бы сил вести войну сразу с тремя национальными республиками. Татары, башкиры и чеченцы – это три крупнейших мусульманских народа России, которые в общей своей массе составляли около 6-8 миллионов человек. И не факт, что Кремль отважился бы затевать с ними войну. Да и мировая общественность, особенно мусульманский мир, следил бы более пристально за судьбой этих республик, а также весь тюркский мир. Даже если бы не получилось добиться независимости, то как минимум вместо федерации можно было бы сегодня получить конфедерацию. Надо было только проявить твердость и готовность идти до конца. Имея горький опыт подписания таких соглашений, башкирское национальное движение было против договора с Москвой. Когда первый президент Республики Башкортостан Муртаза Рахимов в 1992 году вернулся из Москвы с подписанным договором, то башкирская интеллигенция встретила его с плакатами, резко осуждающими этот шаг. Например, с плакатом против подписания договора стоял председатель Башкирского народного центра «Урал», БНЦ «Урал», Марат Кульшарипов. Башкирская молодежь из Союза башкирской молодежи, СБМ, вообще закидала президента снежками под криками «Позор!». В 1994 году был подписан еще один договор, который команда Рахимова преподнесла как триумф башкирской политики. Это был двухсторонний договор, федеративный двухсторонний договор о разграничении полномочий и предметов ведения, так он назывался. На самом деле это уже было окончательное закрепощение Республики Башкортостан. Как рассказал один из участников подписания того договора 1994 года, сам он на тот момент был самым младшим членом в составе делегации, я лично его знаю, несколько раз с ним общался. Он рассказывал, что башкирская делегация с восторгом и воодушевлением приняла тот документ. Как же, ведь это был не просто федеративный договор, как у всех других регионов, это был отдельный двухсторонний договор. Но такой договор еще был только у Республики Татарстан. И все. Этим Рахимов очень сильно гордился. Когда же самый младший член той делегации сказал своим старшим товарищам, что не стоит так радоваться, так как Москва уже в ближайшее время в очередной раз обманет башкир, они все на него накинулись с криками «Ты ничего не понимаешь, ты молодой еще». Через 10 лет Москва в очередной раз обманула башкир и отказалась продлевать договор с Башкортостаном. Это был уже третий в истории раз, когда Москва в одностороннем порядке нарушила свой же договор с башкирами. Понимал ли Муртаза Рахимов в 2010 году, как он ошибался, когда его, когда-то всенародно избранного президента, одним решением московских властителей скинули с поста президента Башкортостана? Думаю, да. Впоследствии он неоднократно, наверное, пожалел о своем решении 1992 года и 1994 года, когда подписывал эти договоры с Москвой. Башкирское национальное движение в 90-х годах 20 века получило новый импульс с момента развала Советского Союза. Образовались новые башкирские движения и организации. Самыми авторитетными и многочисленными среди них были Башкирский народный центр «Урал», Башкирская организация «Актермя», Союз башкирской молодежи, Башкирская народная партия, ну и многие другие. Наиболее авторитетной организацией, куда вошла башкирская элита и интеллигенция, был Башкирский народный центр «Урал». Именно там были разработаны основные пункты по принятому в будущем суверенитету Башкортостана. Разрабатывалась Конституция Республики Башкортостан, закон о башкирском государственном языке и так далее. Выступали они и против подписания федеративного договора 1992 года между Республикой Башкортостан и Россией, считая, что он окажется очередным клочком бумажки для Москвы. Как я до этого говорил, именно так Ленин назвал подписанный в 1919 году соглашение между советской властью и Республикой Башкортостан, которое Москва нарушила уже через год. Этот договор был нарушен через 10 лет. Наиболее многочисленной и самой радикальной башкирской организацией 90-х был Союз башкирской молодежи, СБМ. Они неоднократно собирали многотысячные митинги в поддержку суверенитета Башкортостана. Также выступали против подписания договора между Республикой Башкортостан и Россией. Устраивали голодовку с политическими требованиями не подписывать федеративный договор 1992 года с Россией. Срывали российские флаги с административных зданий. Захватывали Уфимский телецентр. Организовывали военизированные лагеря Баскурт и многое-многое другое.
После обретения относительного суверенитета в Республике Башкортостан башкирское национальное движение утихло. Республика многого добилась в политическом и экономическом плане. Да и для башкирского народа много что было сделано, надо честно признать. Была принята новая конституция Республики Башкортостан. Башкирский язык обрел статус государственного. Открывались башкирские школы и детские сады. Открывались башкирские СМИ. Было создано национальное телевидение. Улучшалась жизнь на селе. Проводилась газификация. Строились новые дороги. Республика активно торговала с внешним миром. Были открыты представительства во многих странах зарубежных. Башкирские представительства. С приходом Владимира Путина к власти началось наступление на права национальных республик. Все национальные республики заставили переписать свои конституции в соответствии с Конституцией Российской Федерации. У всех национальных республик заставили убрать слово «суверенитет» из правительственных документов и из Конституций. Отказались пролонгировать федеративные договора с республиками. Продлевать по-другому, да? Начали ущемлять национальные языки. Был издан указ, по которому единый государственный экзамен, ЕГЭ, учащиеся школы должны были сдавать только на русском языке, что сразу же обрушило всю систему национального образования. Родители начали отдавать своих детей в русские школы, для того, чтобы они лучше подготовились к сдаче ЕГЭ. Во всех национальных республиках было запрещено именоваться президентом избранного руководителя республики. Республика Башкортостан предпоследней переименовала должность президента в главу в 2014 году. Последней республикой, кто отказался от должности президента, была Республика Татарстан в 2023 году. Приближенным к Путину олигархами начались захваты лучших предприятий регионов и национальных республик. Так, наиболее прибыльные предприятия Башкортостана Башнефть была включена в Роснефть и тем самым оказалась в руках Игоря Сечина, друга Путина. Салават нефтеоргсинтез был продан Газпрому и оказался в руках Алексея Миллера, друга Путина. БСК Сода оказалась в руках братьев Ротенбергов, друзей Путина, ну и так далее. Это все негативно сказалось на благосостоянии республики и ее граждан. Недовольный положением дел в республике, башкирское национальное движение вновь начало открыто высказывать свое недовольство политикой Москвы. В конце нулевых годов в Башкортостане появилось движение башкирских националистов, башкирское правозащитное движение Кукбуре, БПД Кукбуре, которое открыто поднимало вопросы федерализма, требовало возврата договорных отношений, критикуя власть Москвы и Уфы за то, что они сдают позиции республики. В 2014 году часть башкирских активистов вышла из движения Кукбуре и основала башкирскую общественную организацию «Башкорт» БО «Башкорт». Эта организация продолжала отстаивать права Башкортостана и башкирского народа. Одновременно с этим она идеологически работала с башкирской молодежью, прививая им ценности башкирского национализма. В десятых годах 21 века путинский режим приступил к репрессиям против национальных активистов. Были посажены несколько башкирских национальных деятелей. Среди них был посажен один из идеологов башкирского национального движения Айрат Эльмухаметов. Заводились уголовные дела на лидеров БО «Башкорт» Фаиля Алсынова, Руслана Габасова, Юлая Аралбаева. В 2018 году с приходом ставленника Москвы Радия Хабирова давление на башкирских активистов еще больше усилилось. Были посажены вновь Айрат Эльмухаметов, Рамиля Саитова была посажена 2 раза подряд. Да. Сперва она отсидела 3 года, вышла, и через буквально год ее посадили во 2-й раз, дали 5 лет. До сих пор она сидит. Была посажена Лилия Чанышева. Потом впоследствии ее обменяли, да, мы все знаем. Признали экстремистской и запретили деятельность организации «Башкорт». 15-16 августа 2020 года жители Республики Башкортостан во главе с активом башкирского национального движения оказали сопротивление силам МВД, Росгвардии, сотрудникам частных охранных предприятий и нанятым титушкам, вступив с ними в силовое противостояние из-за попыток разработать под сырье одну из священных для башкир гор Шиханов Куштау. Все помним эти события. В итоге тогда гору удалось отстоять. В 2023 году на одного из последнего оставшегося на свободе лидера башкирского национального движения Фаиля Алсынова было заведено уголовное дело. Донос на него написал лично Радий Хабиров. В январе 2024 года в городе Баймак его приговорили к 4 годам заключения, что вызвало возмущение народа, который собрался в количестве нескольких тысяч человек возле здания суда. Произошли столкновения с протестующими там ОМОНами и силами Росгвардии. Эти протесты остались в народе под названием «Баймакские события». В результате этого столкновения было арестовано более 80 человек, которым было предъявлено обвинение в массовых беспорядках. 2 человека погибло в результате дальнейших карательных акций силовиков.
Начавшиеся репрессии в России и Башкортостане привели к тому, что многие национальные деятели вынуждены были уехать из России. После начала полномасштабной войны России против Украины, башкирское национальное движение за рубежом заявило о начале борьбы за выход из состава России и обретению независимости Республики Башкортостан. В марте 2023 года был образован Комитет башкирского национального движения за рубежом. Его председателем был избран в прошлом башкирский национальный деятель, один из основателей БО «Башкорт» Руслан Габбасов. Будет ли еще в дальнейшем шанс на обретение долгожданной независимости? Возможно, что такой шанс будет уже в самом ближайшем будущем. И мы, осознавая опыт и понимая прошлые ошибки, ни за что не упустим его. Ибо нет ничего более ценного и высшего, чем свобода и независимость для своего народа, для своей родины. Мечта любого народа – стать хозяином на своей земле, самому решать, как управлять своим государством, самому принимать политические и экономические решения. И если этот народ находится в порабощении, то он обязан постоянно бороться, обязан использовать любой шанс, чтобы сбросить с себя оковы рабства. Если народ прекращает бороться за свою свободу, он исчезает. И мы знаем множество народов, которые так исчезли. Башкиры никогда не оставляли попыток стать независимыми. Не оставляют они такие попытки и сейчас. Не оставят они этих попыток до тех пор, пока не станут свободными, а Республика Башкортостан независимым государством. Надо просто идти до конца. Надеюсь, что моя лекция вам понравилась. Еще раз говорю, отправляйте ее, чтобы многие знали, своим родным, близким, друзьям, родственникам, товарищам, просто знакомым людям, чтобы они знали, как башкиры боролись, сколько было пролито крови, сколько погибло башкир за свободу своего народа, за то, чтобы земли остались у башкир, наши земли. Земли, на которых мы сформировались как коренной автохтонный народ много тысяч лет назад. И у нас нет другого шанса сохраниться, кроме как стать независимыми. На этом все. До свидания.